Выступления спортсменов из Донецкой Народной Республики приковали внимание многих присутствующих на турнире зрителей. Захват сменяется раскачиванием соперника. Вывести из равновесия — главная задача. Дзюдоисты из Новой Республики задают темп уже на старте открытого турнира. Мы настроены на победу. Как вам в Ингушетии? Вы впервые у нас? Да, впервые. Да. Приняли Что хорошо. всего здесь понравилось? Но Культура мы так не и успели. архитектура тоже. Команда из Донецкой Народной Республики прибыла в Ингушетию в составе 8 человек. Сопровождает и поддерживает своих подопечных на месте тренер по дзюдо Анна Щербань. Я являюсь уже 13 лет тренером, и в дзюдо, и в самбо мы особо не разделяем эти виды спорта. А где базируетесь? Лично я с города Горловка, а спортсмены с разных городов республики, но основа у нас базируется в Донецке. Лично я, да, впервые, дети, которые приехали со мной тоже впервые в данном регионе, вы знаете, мы удивлены высоким уровнем представленных соревнований. Открытый турнир по дзюдо собрал сегодня топовых дзюдоистов возрастной категории 2006-2008 годов рождения. Спортсмены из Москвы, Дагестана, Чечни, Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Ставрополя. Рабадан Исмаилов родом из Махачкалы, но выступает за Москву. Парень полон решимости одержать победу и увезти в столицу золото. Я в 66 килограмм буду бороться. С Москвы 3 человека, один уже проиграл и один будет сейчас бороться. Ингушскую команду представляют на турнире 10 человек, среди которых Ислам Цичоев. Дзюдо он уже 6 лет. Победитель межрегиональных всероссийских турниров. Последнее золото взял на первенстве СКФО. С блеском одержал и сегодня свой первый поединок. Нормально. Ну, мы что? Первый настроится, где халху пересватка. Студия, хитрый, ишвар, кэтштан, сразу. А то, дегдох, да, а то сразу. Ну, а что такое? Декор, еще раз. Да, мы же по баллам получили. Первый счет равный, студия, гон скоро, тях 7 балл бяхрас. Открытый турнир по дзюдо среди юношей проходит в честь открытия спортивной школы Олимпийского резерва Икажева. Новый дополнительный корпус ФОКа возвели в рамках федерального проекта «Бизнес-принт. Я выбираю спорт». На строительство объекта было выделено около 80 миллионов рублей. У нас открытие зала произошло, долгожданное открытие зала. Мы очень мечтали построить зал, и вот наша мечта сбылась, наши организаторы, вот мы тренера, у нас получилось построить зал. Директор этого ФОКа Муталиев Абабукар, также тренера Муталиев Руслан. У нас получилось благодаря правительству. Спасибо, хочу сказать им. Ранее дзюдоисты ютились в старом здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Больше 700 детей тренировались в секциях бокса, тэквондо, вольной и греко-римской борьбы. Но больше всего интерес спортсмены проявляли к дзюдо. Желающих заниматься было много, но помещений не хватало. Приходилось разделять дзюдоистов на 8 групп. После строительства нового зала проблема решилась полностью. Дзюдо активно развивается в республике. Это отмечают и иногородние спортсмены, и тренеры, и местные, неравнодушные к ингушскому спорту. И, конечно, главный фактор в этом деле — открытие новых спортивных объектов. Адам Бережков, Сулейман Костоев, Новости 24.